Да. Маргарита Павловна, вы не в первый раз в городе Якутске, но официально это первый турнир, если я не ошибаюсь. Вы ошибаетесь, я каждый раз приезжала на соревнования на городские. Четвертый раз я уже в Якутске, я всегда приезжаю именно на соревнования. Поучить судей и посудить в качестве главного судьи. Да. Но вот эта трасса проложена это по-новому, скажем так. Как вы ее оцените? На каждое соревнование готовится, на каждый этап соревнований готовится всегда новая трасса. И на каждых соревнованиях она абсолютно новая, которую никто не лазит. Сейчас, конечно же, тоже приготовили новое. Как вы оцените вот эту трассу? Какую именно? Вот на зеленого да. Цвета. Ну, трассы готовятся под участников. И как бы моя задача не готовить трассы, а оценить качество подготовки. Я главный судья, я как бы слежу за тем, чтобы каждый судья, судейской коллегии хорошо выполнял свои обязанности. Я не могу оценить трассу, пока она не пройдена, я не могу ее оценить. А я оцениваю ее по результатам, потому какие показали результаты на ней участники, разложились ли. А саму трассу, как ее приготовить, должны готовить местные подготовщики или профессиональные подготовщики, которые знают уровень участников. То есть трасса должна готовиться под уровень участников, чтобы они как раз самые сильные долезли ее до конца, кто-то там в середине упал, кто-то подверх. Главное, чтобы они разложились по результату, чтобы у всех не было одинакового результата. Если все залезут доверху, то мы оценить их все не сможем. Это было, значит, слишком легкая трасса. Если все упали в одном месте, значит, какое-то место в трассе слишком тяжелое. Если все упали в самом начале, начинается слишком тяжелое для всех. Понятно, да? Так, ну, понятно. Пока сейчас ее полезут, поэтому оценить я ее смогу только после прохождения ее участниками. Хорошо. Вы в 4-й раз приезжаете в город Якутск. Как вы можете оценить уровень мастерства наших, спортсменов? У детей тяжело оценить уровень мастерства, потому что они же новые все время появляются. Вот эти участники, которые сейчас лезут, я была средний раз 1,5 года назад, из них никого еще не было. Они только начали заниматься год назад практически все. Вот. Для вас все новички? Для меня они новички, конечно. Я как бы приезжала судить взрослых участников, и они приезжали к нам в Иркутск. Вот там как бы оценивать легче. Но взрослые ваши участники, они реально разрядненькие, но еще не российского уровня, как бы тяжело им будет на российском уровне выступать тяжело. Вот на федеральном округе они готовы к федеральному округу ваши участники. К части конкуренции на уровне федерального округа готовы. Ну а детки еще слабенькие, они совсем маленькие. Дело в том, что на России, когда выступают дети, те, которые лидеры, топовые, они в 10 лет уже лет на 5 занимаются скалолазанием. Там такие опытные спортсмены, они уже лезут как взрослые, вообще как взрослые. Они думают как взрослые, движения делают как взрослые. Вы только начали. У вас еще все впереди. Понятно. То, что желание вот детей заниматься скалолазанием, вот это как-то внушает. То, что они все-таки в дальнейшем вырастут мастеров. Мотивация спортсмена – это самый главный вопрос. Вообще мотивация очень сильно зависит от тренеров. Есть тренера, которые прекрасные мотиваторы, они умеют замотивировать любого ребенка. Но природная мотивация, замотивированность ребенка – это вообще самое главное. Те, кто очень хочет заниматься, они будут заниматься всю жизнь. В неудачах, в неуспехах, временных, конечно же. Как говорят,
победит, все падают, все идут и падают, но победит тот, кто станет последним. Так и тут, абсолютно точно так же. То есть проигрываешь, выигрываешь, опять проигрываешь, но если ты не останавливаешься, Все, спасибо.